Здравствуйте, на ТНВ в прямом эфире новости Татарстана. В студии Лисан Сабирова и коротко о главных темах выпуска. Эвакуация в городе! Скажем, без курток это делается во благо детей. Что, как и почему происходит, выяснял Дмитрий Аринин. Профессиональный праздник отметил с президентом. Он всегда помогает. Всегда хочет, чтобы мы серьезно относились к предмету. Что татарстанский математик делает в Кремле, узнала Александра Севастьянова. Когда подъемная электричка, то бег с препятствиями. Препятствие преодолела и Альбина Асылгараева. Первый в историю в Москву с официальным государственным визитом прибыл король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиза Аль-Сауд. В течение 3 дней делегация королевства будет в России вести переговоры на высшем уровне. Подписывать соглашения, встречаться с деловыми кругами. Одновременно в России идут Дни культуры Саудовской Аравии. По программе делегации работает и президент Татарстана. Материал готовится к эфиру, а пока другим темам. И сегодня в День учителя Владимир Путин принимает в Кремле лучших педагогов страны. Среди них и математик из Татарстана Алмаз Хамидуллин. Он вошел в 5 лучших. За какие заслуги преподаватель получил приглашение от президента, расскажет Александра Севастьянова. 8 Б в сборе, а вот классный руководитель урок сегодня пропустит по уважительной причине. В московском Кремле он сегодня встречается с президентом страны. Своими впечатлениями Алмаз Хамидуллин делится по телефону. Я надеюсь, интересная встреча предстоит. Я думаю, самая главная задача была выполнена. Я считаю, что я смог достойно представить нашу республику Татарстан. Защитил честь и республики, и родного лицея. Коллеги и ученики гордятся и берут пример. Некоторые вспоминают то время, когда он сам еще сидел за школьной скамьей. Он всегда был открыт к обучению, он не стеснялся спрашивать советов. Благодаря усердной работе разработал свою уникальную методику обучения. Он на уроках использует такие методы, которые приближают математику больше к жизни. Один из последних открытых уроков, который он давал, демонстрировали движение транспорта с помощью машинок на пульте управления. Ученики называют Хамидуллина просто Алмаз Абы, потому что для них он больше, чем преподаватель, скорее наставник. На первом уроке он нас сразу посвятил и сказал что жизнь довольно коротка, и поэтому нужно каждую секунду жизни проживать максимально. Всегда хочет, чтобы мы серьезно относились к предмету. А если это уже после уроков, то он обычный человек, он с нами играет в футбол. Он отзывчивый, он всегда помогает. Достижения Алмаза Хамидуллина и на школьной доске подсчета. Эти ученики – победители республиканских олимпиад. И высоких результатов они добились именно благодаря работе своего учителя. Подтягивая других, не отстает и сам. В числе прочих достижений Алмаза Хамидуллина – крепкая семья и занятия спортом. Успевает все. Жизнь для него – лучшая мотивация. Александра Севастьянова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. И мы возвращаемся к визиту в Москву короля Саудовской Аравии. О соглашениях по сотрудничеству, которые коснутся и Татарстана, в репортаже нашего собственного корреспондента в Москве Дины Газалеевой. Несмотря на то, что делегация Саудовской Аравии после плюс 37 прилетела в Москву, где всего лишь 7 с плюсом, гости отметили, что в России встретили очень теплый прием. Дружественное общение продолжилось в Кремле в присутствии руководителей нескольких мусульманских регионов страны, в том числе президента Татарстана. Напомню, что в феврале Рустам Минниханов был с официальным визитом в Саудовской Аравии и от имени Владимира Путина пригласил короля приехать в Россию с ответным официальным визитом. Исторический визит – первый в истории взаимоотношений двух государств. Обе стороны готовили очень тщательно. В составе делегации от королевства все ключевые министры, десятки журналистов. Сам Владимир Путин 10 лет назад посещал Саудовскую Аравию, а ответный визит состоялся только что. Мы рады визиту короля Саудовской Аравии, первому в истории наших межгосударственных отношений. Уверен, что этот визит придаст новый мощный импульс в развитии двусторонних межгосударственных отношений. К этому моменту встречи за круглым столом на российской земле шли очень долго. Зимой Рустам Минниханов, как руководитель стратегической группы «Россия. Исламский мир» и закрепленный Владимиром Путиным за направление по сотрудничеству с исламскими государствами, прибыл в Саудовскую Аравию. Президент Татарстана напомнил Сальману бен Абдель-Азизу Аль-Сауду о поступившем ранее приглашении российского президента посетить нашу страну. И вот исторический визит состоялся. Очень важно, что будут налаживаться отношения, и это уже не наша прерогатива, прерогатива руководителей нашей страны. Но отрадно, что
Это приглашение донес до короля именно наш президент Рустам Нургалиевич Минниханов. Сегодня в ходе кремлевских мероприятий стороны обсудили большое количество вопросов, начиная с темы о мирном освоении космического пространства до ситуации в Сирии. Мы ценим прозвучавшее в вашем выступлении теплые чувства в адрес нашей страны. Нам доставляет радость находиться в вашей дружественной стране, чтобы подтвердить наше стремление к укреплению и усилению отношений между нашими странами и народами в различных областях. Самый важный и насыщенный день в работе делегации сегодня. И сегодня же в Кремле была подписана череда соглашений – 14. А в рамках недели Саудовской Аравии в Москве сегодня же было подписано соглашение между Российским фондом прямых инвестиций, Суверенным фондом России и одной из ведущих медицинских компаний Саудовской Аравии о строительстве в Татарстане многопрофильного центра детской реабилитационной медицины. По плану в новом центре будут использоваться современные инновационные технологии лечения. Дина Газалиева, Виталий Лукьянов, Александр Ярошов, ТНВ, Москва. Спички детям брать разрешается. Сегодня в День учителя по традиции власть в школах перешла к самим ученикам. В 147-й Казанской школе самоуправление было особенно показательным. Школа, единственная от Татарстана, представила республику на всероссийском конкурсе Российского движения школьников. Как со взрослыми занятиями управились школьники, увидел Дмитрий Аренин. На сегодняшний день исполняющий обязанности директор школы номер 147. Так бразды правления от учителей переходят ученикам. Старшеклассник Адель Кадыров вызвался стать директором. Вызовите ученика Петрова 5 класса в кабинет директора. Причем юноша хочет занять это кресло всерьез и надолго. Очень хотелось бы стать директором этой школы после окончания института. Таких желающих поруководить сегодня нашлось 20 человек. Любительница химии Дарья Сидорова решила поэкспериментировать с опытами и своей ролью учителя. Слова подбирала для детей, что им сказать, как с ними разговаривать, чтобы они меня не перебивали, слушали, чтобы им было интересно. Интересного действительно много, говорят школьники, которые в этот день остались за партой. Даже забавно, когда ученик, когда неопытный и первый раз пробует себя в роли учителя. Можно поговорить более открыто, более молодежно, объясняет. Это на всякий случай, если что-то пойдет не так. Совсем без присмотра учителя все же своих учеников не оставили и за всем наблюдали со стороны. Мы, конечно, с ними проговорили, на что уделить надо, с расписанием, на что уделить надо. У нас сейчас электронный документооборот, электронное образование. То есть где-то что-то посмотреть. Естественно, им секретарь поможет. Чтобы показать, каким получился день самоуправления, школьники освоили и профессию журналиста и вели репортаж. Изучая такие материалы от школ со всей страны, руководство Российского движения школьников и определит, где прошел лучший день самоуправления. Его победителей и призеров ждет путешествие в Краснодарский край. Дмитрий Арин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Весь день со школьниками сегодня провел наш корреспондент Дмитрий Аринин. Не успев снять день самоуправления, пришлось ей срочно ехать снимать эвакуацию учеников. Сегодня уже третий день подряд Казань сотрясают тревожные звонки. На выход попросили сегодня школьников, сотрудников министерств и посетителей торговых центров. Точные масштабы назвать трудно. Официальной информации нет и данные постоянно обновляются. Что сегодня происходило в городе, предлагаем оценить вам самим. Как видим, в Минкульте дверь закрыта, но оцепления вокруг нет. По соседству в это время остановились несколько машин экстренных служб. Эвакуация? А это уже Министерство по делам молодежи и спорту. Здесь тоже днем пришлось покинуть здание. У вас учебное было или по звонку? А кто у нас пришел? Сюда нельзя? А почему? Вывели на улицу посетителей и оцепили крупные торговые центры. В некоторых это уже происходит в третий раз. От здания отойдите. Куда? Стучание от здания. Чувствительнее всего эвакуации в школах. Здесь подпортили День учителя. Как почитали в соцсетях, детей вывели из десятка учреждений. Повторно эвакуировали 8-ю гимназию и 125-ю школу. Тревожный звонок прозвенел во 2-м лицее и 155-й гимназии. Нет, 50. Вот. 50. Ну так себе. И на третий день школьных эвакуаций детей порой водят на улицу без верхней одежды. Ее потом приходится забирать родителям или самим школьникам. Нам сказали все выходить. Мы быстрее побежали. Там толкотня была. Вещи мы не успели взять. Как объясняет руководство 155-й гимназии, после тревожного звонка детей спешно отвели в соседнюю 165-ю школу. Отсюда и отсутствие верхней одежды. Вывели, скажем, без курток, это делается во благо детей.
А что может произойти, если бы, например, мы стали спускаться в раздевалке и одевать их? Это лишнее время, это лишнее столпотворение. В таких случаях, когда поступает тревога, дети должны очень быстро, в течение 5 минут, покинуть школу. Добавим, что волна таких звонков и эвакуаций захлестнула чуть ли не всю страну. Все началось с 11 сентября. То ли совпадение, то ли тоже тревожный звонок. Массово покидали объекты в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Челябинске. Как говорят казанцы, одним эти эвакуации уже надоели. Я думаю, это учение, но, конечно, может, уже переборщили. Другие относятся с пониманием. Мало ли, а вдруг бомбанет? Сами понимаете. А вы не боитесь стоять тогда тут, если бомбанет? Ну как? Мы надеемся, что это провокация. Третьи уже начали привыкать. Мне кажется, это больше для привлечения внимания кого-то. И никакой опасности это не будет нести. Как и в минувшие дни после проверок, все эвакуированные объекты продолжали работать в обычном режиме. По поводу происходящего правоохранительные органы хранят молчание. Но, как стало известно, после позавчерашних телефонных звонков в Казани возбудили более сотни уголовных дел за заведомо ложные сообщения об акте терроризма. Дмитрий Арин, Гузель Алимова, Марат Сейдгараев, Ринат Сафин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Чтобы забраться на электричку, нужно сесть на шпагат. С такой жалобой к нам в редакцию обратились пассажиры электропоезда, следующего по маршруту Казань-Аль-Баба. Это Зеленодольский район. Но, как оказалось, на станции низкие платформы, а вагоны в новых поездах высокие. Как обычная поездка превращается в настоящее испытание. Альбина Асылгараева. Пенсионеры садятся в этот поезд паровозиком, подталкивая друг друга, а по-другому просто никак. И это акробатика ежедневная. Это конечная остановка станции Аль-Баба. Отсюда в основном ездят пожилые. Нам очень тяжело спускаться. Очень высокие платформы. Хочу, чтобы платформу поднимали. Зульфия Камалова же всегда буквально затаскивает ребенка в поезд. Самостоятельно забраться в вагон девочки сложно, да и опасно. Бабушкам, конечно, тяжело. Друг друга подтягиваем, а детей тоже поднимать приходится. В день здесь проходит 4 электрички. Пассажиров примерно 120 человек. О проблемах на этом перроне не знали, сообщили нам в Горьковской железной дороге. Признали, что проблема действительно есть, и уже внесли данную посадочную платформу в план ремонтных работ. Вчера с руководством дирекции по данному вопросу состоялся уже определенный разговор. Есть надежда, что она будет включена уже в 2018 год, но, по крайней мере, до 2020 года 100% она будет уже отремонтирована. Никаких временных мер предпринять невозможно. Это будет травмоопасно для пассажиров, сообщили нам в обслуживающей компании. К слову, из 249 платформ 212 сегодня так или иначе не соответствуют стандартам, а значит, вызывают неудобства для пассажиров. Альбина Асылгараева, Рамзель Гарипов, Амир Залюшев, ТНВ, Зеленодольский район. Это новости Татарстана, и смотрите далее в выпуске. Рекордный урожай и первый каравай. Более 5 миллионов тонн зерна. Стоит ли ждать от республики второго сельскохозяйственного рекорда? На награждении аграриев узнал Рамиль Шайдуллин. Когда цвет не имеет значения. О планах Казанского зоопарка в вопросах суррогатного материнства в сюжете Динары Камаловой. Бьют все рекорды. Сегодня в Казани чествовали работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Награды получили более 1500 механизаторов, животноводов и комбайнеров. Этот год по урожайности сопоставим лишь с хлебосольным 97-м. Не за горами и исторический рекорд. Какой, расскажет Рамиль Шайдуллин. Свежий каравай – символ урожая этого года. Такой же большой и пышет жаром. Уборка завершилась, но сотни аграриев Татарстана уже получают награды и поздравления. Несмотря на неблагоприятные погодные условия последних лет, мы сохранили свой потенциал. И в текущем году собрали достойный республики урожай. Свой вклад в общую победу чувствует и Дмитрий Сидоров. Комбайнер из Буинска в одиночку намолотил 30 тысяч центнеров зерна. У нас тяжелый труд, понимаете, ведь мы сажаем хлеб, и выращиваем хлеб, и убираем его, можно сказать. Ну, кормим страну, уж так бы сказать. Сегодня в зале 1500 селян, комбайнеров, трактористов, зоотехников. Их поздравляет и министр сельского хозяйства России. Правда, лично не смог, прислал телеграмму. Александр Ткачев отмечает, аграрии вновь подтвердили высокий профессионализм. А то, к чему республика шла пятилетку, что называется, отлито в золоте. Татарстанские аграрии намолотили 5 миллионов тонн зерна. Что, если не это, повод для гордости. Еще один пока в планах, но может облегчить нагрузку на аграриев. В Татарстане могут появиться тракторы собственного производства. Мы не собираемся делать Мерседесы. Может, и не надо этим заниматься.
образно я говорю. Но ведь у нас металл есть, значит, предприятия есть, значит, резина есть, двигатели умеем делать сейчас уже. На ближайшее же время не менее амбициозные планы. Впервые за историю республика намерена собрать больше 3 миллионов тонн сахарной свеклы. Аграрии уже в работе. Рамиль Шайдуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. 50 лет работы и тысячи спасенных жизней ветеранов-медиков чествовали сегодня в Казани. Специально к декаде пожилых организовали праздничный обед и концертную программу. Ветеранам вручили благодарственные письма и награды. Ветераны отрасли здравоохранения, они особенные. Они пережили самые тяжелые времена. Тогда, когда не было денег, когда не было ремонтов таких, когда не было таких поликлиник. Голосование завершено. Сегодня определились победители конкурса сочинений «Счастье в большинстве» в рамках проекта в объективе ТНВ «Большая семья». Напомним, голосование за самое лучшее сочинение в интернете стартовало 2 октября. Свои мысли о семейных ценностях прислали больше 200 татарстанцев. 9 из них прошли в финал. Имена победителей телезрителей ТНВ узнают в заключительном ток-шоу «Счастье в большинстве» 10 октября в 20:00. В течение нескольких месяцев большие семьи Татарстана были в объективе ТНВ. И сегодня эксперты нашего канала, общественные и религиозные деятели высказали свое мнение о проекте. Предлагаем его послушать. Для каждого человека на этой планете, наверное, самое дорогое – это семья. А когда большая семья, это требует гораздо больших сил, здоровья, добра, тепла. Поэтому я с большим удовольствием смотрю программу «Большая семья», потому что столько счастья вы приносите детям и столько радости и удовольствия их родителям, что невольно возникает чувство ответа, понимаете? И не случайно сейчас на Земле стали очень модными многодетные семьи. Поэтому я желаю всему коллективу ТНВ, всем, кто работает на этом проекте, успехов, добра и счастья. Хочу выразить благодарность каналу ТНВ за этот проект, что вы поддерживаете многодетные семьи, и в этот кризисный период, наверное, нашего времени, вы оказываете им большую поддержку. Желаю вашему каналу долгих лет жизни и процветания. Думаю, что данные подобные проекты, они поменяют мировоззрение людей, в частности, мировоззрение молодежи. Потому что думают, вот одного мне хватит, двоих хватит. Мы напоминаем, что тот, кто не полагается на Господа, ему и один ребенок, он может быть обузой. Тот, кто полагается на Господа, и 5, и 6, и больше. Когда пропагандируется жизнь в свое удовольствие, появление таких программ, как «Большая семья», конечно, является таким вот лучом света в темном царстве, который показывает нашим людям, не только молодым людям и детям, но также и людям среднего возраста и старшего возраста, что семья – это самое дорогое, что есть у нас. И не какая-то абстрактная семья. В чем заслуга этой программы? Это не какие-то красивые декларативные истины, а были показаны десятки настоящих реальных семей, которые живут в Казани, в Татарстане, и на которых хочется равняться, с которых брать хочется пример. Были показаны семьи, которые нуждаются в какой-то поддержке, и эта поддержка была оказана. То есть программа выполняла еще и благотворительную функцию. Многодетные семьи выступили своего рода апологетами, защитниками многодетных семей не только республики, но и всей страны. Потому что они показали, что многодетные семьи Республики Татарстан – это те семьи, которые не просто не испытывают проблем. Да, вопросы есть в каждой семье. Материальные, трудовые, жилищные. Но они говорят о том, что многодетная семья – это модно, это позитивно. Многодетная семья – это хорошо. В ней воспитываются честные, благородные, справедливые дети, в которых вырастает и воспитывается взаимовыручка, взаимопомощь. Посмотрите на кадре, на экране. Они были неподдельно радостны. Они были всегда воодушевлены и также вдохновляли и нас. В североамериканской ели на Свияжских холмах молодые ученые России и зарубежья посадили новую аллею. В Татарстане началась международная конференция «Леса Евразии. Леса Поволжья». Какой опыт у лесников со всего мира уже успели перенять татарстанцы, узнал Сергей Хайдаров.
Это место нельзя закапывать глубоко в землю. Как правильно сажать деревья, эти люди знают точно. 17-я конференция «Леса Евразии» «Леса Поволжья» собрала десятки молодых ученых и лесников с регионов страны и зарубежья. Лес полезен не только тем, что там обитают животные. Главное, что он нам дает, это древесина. Поэтому в Казань и приехали лесники со всего мира. Мы делимся опытом и вместе учимся не только сохранять природу, но и получать от нее выгоду. Как получать еще больше пользы от природы, учит успешная мировая практика. К примеру, польские лесники уже поделились с татарстанскими коллегами некоторыми идеями. Предлагают долговременное хранение семян деревьев, в частности, желуди, дуба, которые для нас сегодня, для Республики Татарстан, для лесоводов Татарстана, это актуальная проблема. Местом для новой международной аллеи выбрали Свияжские холмы. Работы здесь немало. Задача посадить 60 североамериканских елей. Этому дереву не страшны русские дожди и морозы, а людей сегодня согревают общение и отличное настроение. Прекрасно себя чувствую. Не только что прекрасная погода и прекрасная природа, да еще вот так, то, что у нас есть такая молодежь, которая любит природу, и у них есть стремление в будущее. Когда на это место возвращаешься и знаешь, что тут растет посаженное тобой деревце. Очень приятное ощущение. Конференция «Леса Евразии» и «Леса Поволжья» продлится еще до завтрашнего дня, после чего молодые ученые и лесники разъедутся по своим домам в разные страны и регионы России, но оставят после себя вот такую еловую аллею. Сергей Хайдаров, Ренат Сафин, Верхнеуслонский район. Косолапые из пробирки не миф, а реальность. В Казанском зоопарке планируют сделать бурых медведиц суррогатными мамами белых медвежат. О разноцветном эксперименте Динара Камалова. Белый медведь – это довольно-таки редкий вид. Эта проблема разрешима, стоит только постараться, считает замдиректора Казанского зоопарка Александр Малев. А что касается белых косолапых, действовать нужно незамедлительно. Ведь эти жители Севера уже занесены в Красную книгу. В этом вопросе Казанский зооботсад взял курс на будущее. Если малыш с пробирки возможен, то почему бы и медвежонку не найти суррогатную маму? Бурые медведицы вполне для этого подходят. Мы берем эмбрион белого медведя, пересаживаем эмбрион самки бурого медведя, которая может быть беременная. Она рожает 2 бурых, допустим, и 2 белых медвежонка. Но пока бурые мамы о своей судьбе не подозревают и развлекают посетителей. Специалисты уверены, косолапые новым краскам в потомстве только обрадуются. Казанские биологи в цветном эксперименте опираются на опыт зарубежных коллег. Так, в Америке в результате суррогатного материнства у лошади появился полосатый жеребенок – зебра. Молодец, видите, показали. А возможность стать мамами у диких животных увеличится в сотни раз после появления биобанка. Его планируют создать тут же на территории Казанского зоопарка. На это может понадобиться 1,5–2 миллиона рублей. Он станет первым и пока единственным как в России, так и в странах СНГ. Уже сейчас зоопарк имеет криобанк. Эти 2 сосуда Дюара. Они также будут использоваться при работе с медведями. То, что на первый взгляд кажется фантастикой, на самом деле реальность. Суррогатное материнство среди домашних животных – дело распространенное. Специалисты пояснили, что лишь на косолапых останавливаться они не собираются. Динара Камалова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Далее в выпуске «Спорт» и прогноз погоды. Увидимся в 21:30. Дилер Nissan номер 1 в Казани «Автоцентр Марка» представляет. Берите Nissan без дилерской наценки. Скидка до 220 тысяч рублей. Подробности 4 пятерки 3 единицы. В поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачное, высокое, среднее, рыночное. Но если вы ищете низкую ставку, запишите. Выгодная. Банк Аверс. Доступная ипотека здесь. Дорогие сельчане и труженики перерабатывающей промышленности, спасибо вам за ваш благородный нелегкий труд, за дары полей и ферм, за тепло земли нашей на праздничном столе. Мы поздравляем вас с профессиональным праздником. Сохраните себе жизнь, питайтесь правильно. Минздрав Республики Татарстан. Поехал за мебелью, выиграл квартиру. Розыгрыш призов на 4 миллиона рублей. Мебельград. Ищешь иномарку? Выбирай Datsun в новом автоцентре Марка. Грандиозные скидки в честь открытия. Стань первым обладателем Datsun по спеццене. Звони 4 пятерки 3 семерки. Знаешь, кто самая красивая? Теперь ты с гиалуроновым кремом Либридерм.
В магазинах «Идеал» новая коллекция осень-2017. Обувь из натуральной кожи от европейских производителей. Идеальное предложение для тех, кто ценит качество и комфорт. Двое мужчин в доме, а гвоздь прибить некому. Наносим отметку карандашом. Берем молоток и забиваем. Все понял? Научил? Да. С таким помощником мы тебе беседку на даче в 2 счета построим. Воспитайте у ребенка любовь к труду. Министерство труда Республики Татарстан. Мы знаем нашу страну, а не адаптируемся к ней. Поэтому все необходимое уже в базовой комплектации. «Лада Веста». Новое поколение «Лада». «Лада» с выгодой 10%. Автоцентр «Парус». Минем бит анагам туды. Минава кайчандыр син жырлаган жырларны килим. Ул тынычлап йоклап китә. Әлфия Авзаловага багышланган хәтер кичәсе «Сагыну». Күңелләрне яулап, йөрәкләрне тетрәндергән сез яраткан җырлар. 5-нче Алтын йолдыз Болгар радиосы милли музыка премиясе. Җырчыны гына түгел, ә җырны иҗат итүчеләрне дә тәбрикләүче ел вакыйгасы. Алтын йолдыз. Добрый вечер. Новости спорт на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Победная серия продолжается. Хоккеисты Акбарса в домашних поединках заработали 6 очков из 6 возможных. К матчу против Югры казанцы подошли в роли лидера Восточной конференции. Начало поединка осталось за командой Белелединова. После быстрой атаки точнее всех был нападающий Джастин Азеведо. Второй гол барсы забросили в большинстве. Ткачев нашел пасом Клинхаммера, бросок у канадца не вышел и превратился в голевую передачу. Первым на отскочившей шайбе был Станислав Галиев. Он и отправил игровой снаряд под перекладину. В третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами. На точный бросок Скачкова у гостей красивым финтом ответил Василий Токранов. Итоговый счет 3-1 в пользу Акбарса. Теперь команда отправится на длительный выезд, где 9 числа сыграет в Нижнем Новгороде против местного Торпедо. Нервозность какая-то, она всегда присутствует, но мы справились с этим и добились результата. Пока в российской футбольной премьер-лиге наступила пауза, игроки отправились в расположение своих сборных. Сразу 3 представителя казанского «Рубина» смогут помочь команде уже 7 октября. В рамках контрольного поединка россияне встретятся с Южной Кореей, а 10 числа запланирован матч со сборной Ирана на стадионе Казан-Арена. Турнирное положение у «Рубина» пока не из лучших. После 12 матчей команда занимает 11-ю строчку в табеле о рангах. Поэтому 3 игрока в составе сборной России можно считать небольшим подвигом. Владимир Гранат, Федор Кудряшов и Магомед Аздоев тренировались в общей группе. На поле может выйти каждый. После игры с Южной Кореей в Казань футболисты приедут 10 числа на матч с командой Ирана. И в завершении новости стендовой стрельбы. Татарстанский стрелок Екатерина Субботина поднялась на 2-ю ступень пьедестала в упражнении трап на 11-м этапе Кубка России. Турнир стартовал накануне на стрельбище Дубрава в Адыгее. По итогам квалификации наша спортсменка поразила 60 мишеней из 75 возможных. В финале 39, всего 1 точный выстрел, уступив Ольге Шульгиной из Липецка. Тем временем в Подмосковье также прошел чемпионат мира по стендовой стрельбе. На турнире в стрелковом клубе «Лисья нора» сборная России заняла 3-е общекомандное место после команд Италии и США. Свой вклад в этот успех внесла и татарстанская спортсменка Альбина Шакирова. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы, занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на ТНВ. Спонсор выпуска — изготовитель корпусной мебели на заказ «Данил Мастер». Быстро и качественно. Изготовим кухню по вашим размерам. 3D-проект кухни, доставка, установка бесплатно. Только в октябре назовите пароль «ДМ Мебель» и получите 25% дополнительной скидки на вашу кухню. «Данил Мастер». Настало время низких цен. Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. Что за осень без дождей? В предстоящие сутки в республике ожидаются осадки. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке республики будет облачно. Во второй половине дня пройдут дожди. Температура воздуха ночью составит до 2 градусов тепла. Днем же будет до плюс 11.
На северо-востоке пасмурно и дождливо, ночью +3, днем же до 11 градусов выше 0. На севере Татарстана облачно, ожидаются дожди, ночью будет до 2 градусов тепла, днем же до +11. На северо-западе республики пасмурно, дождь, ночью +4, днем же до 9 градусов выше 0. На юго-западе Татарстана тоже не обойдется без дождя. Температура воздуха ночью там составит до 5 градусов тепла, днем же будет до 10 градусов выше 0. В центральном районе республики пасмурно, ожидаются осадки. Ночью будет до 3 тепла, днем же до +10. В последующие сутки в республике тоже ожидаются дожди, местами ливневые. В предстоящие сутки в Казани тоже не обойдется без дождя. Температура воздуха ночью составит до 5 градусов тепла, днем же будет до 10 градусов выше 0. Ветер южный порывистый. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 81%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.